Здравствуйте, уважаемые жители Первомайского района. Я Мусаев Тахир Насырович, являюсь кандидатом в депутаты Джугур-Кенеша от Первомайского района. Мне 36 лет, из них 23 я проживаю в Первомайском районе города Бишкек. И мне, как никому другому, известны все проблемы Первомайского района, столицы и всей страны. Я в своей жизни проработал в разных сферах за границей, получил большой опыт образования и готов на сегодняшний день вложить свои знания и опыт в интересах людей и страны. Надеюсь, после того, как вы изберете меня депутатом Джугур-Кенеша, я ответственно заявляю, что готов работать 24 часа в интересах района и страны. С уважением, ваш Тахир Мусаев. Я иду в депутаты, чтобы поработать для людей, в первую очередь. Сделать что-то полезное. Я хочу свою энергию, свою всю силу, свои знания направить для пользы для людей. На сегодняшний день вопрос продовольствия и цен очень остро стоит в обществе. Если я приду депутатом Джугур-Кенеша, я буду поднимать эти вопросы, будем решать эти вопросы. Я бы инициировал вопрос о ликвидации Министерства сельского хозяйства. На сэкономленные средства сделать дотации для фермеров, что значительно им помогло бы. Мы могли бы просто создать орган, который бы регулировал цены продуктов. Также меня, как любого гражданина Крымской республики, очень сильно волнует вопрос безопасности наших граждан. У нас на дорогах очень много ДТП происходит. Даже возьмем элементарно объездную трассу. Очень много происходит ДТП, даже в летнее время, период, когда все ездят на отдых на Иссык-Куль, слишком много происходит ДТП. По статистике в Кыргызстане за 10 лет погибло около 15 тысяч человек. Это огромные цифры. Я бы инициировал вопрос о установке освещения по всей объездной трассе вдоль до Балыкчы. Это значительно сократило бы дорожно-транспортные происшествия. У меня есть опыт работы с иностранными компаниями, с инвесторами. Вопрос очень такой сложный. Я считаю, что в первую очередь мы должны сократить коррупцию в стране. Вообще, везде, во всех сферах. Меньше коррупции, потому что коррупция, она отталкивает инвесторов. Они боятся вкладываться, когда видят, что все коррумпировано. Инвесторы, они любят, когда все по закону, когда мало коррупции, когда законы работают. Мы должны сделать так, чтобы наши законы работали, чтобы все было справедливо и честно. Тогда у нас будут инвесторы. Почему я иду самовыдвиженцем? Я хочу быть независимым ни от кого. Я иду, чтобы работать для народа, стараться буду. Я молодой, я свою энергию пущу в нужное русло, и я постараюсь для народа. Я был во многих странах, видел много демократии в разных странах. Хочу заверить, что Кыргызстан — это на самом деле островок демократии, и нам надо продолжать работать в этом направлении. У нас сильное гражданское общество. По поводу 6-го созыва, было 120 депутатов. Я не считаю, что все они были плохими. Там были профессионалы, были хорошие кадры. Просто из-за одного-двух, возможно, за одного-двух депутатов получили такое, как у нас в народе говорят, чемкирики. Я считаю это неправильным, были профессионалы, и в нынешнем 7-м созыве я тоже вижу, что есть достойные депутаты, с которыми можно работать. Я думаю, дай бог, если я стану депутатом, мы поработаем во благо народа, во благо нашей страны. Хороший вопрос по поводу машин, по поводу всяких ништяков для депутатов, как люди у нас любят обсуждать. Слава богу, я человек не самый бедный, и не самый богатый. Я самодостаточный человек, я занимаюсь бизнесом. Я могу себе сам обеспечить и машиной, и транспортом, и всем остальным. Я не претендую на эти вещи, то есть для меня это не принципиально. То есть я готов отказаться от всех этих благ. Да, женщины на сегодняшний день, я считаю, что это самая сильная часть уязвимого населения. Очень много насилия над женщинами, очень много разведенных женщин с детьми. Я считаю, что государство должно усилить свое внимание на вот такие вещи, как
насилие над женщинами, должны наказывать по полной строгости, ужесточить законы для тех, кто обижает женщин. Это в первую очередь. Мы должны увеличить пособие для многодетных матерей. Женщины — это женщины, это слабый пол. Мы обязаны помогать им, мы должны их поддерживать. Это просто необходимо. Я родился в городе Токмак, учился в средней школе номер 6 города Токмак. После 9 класса мы с семьей переехали в Бишкек, Первомайский район. Это было в 1999 году. И с тех пор мы живем в Бишкеке. В Бишкеке я учился год на школе Илим. После Илима я уехал на год в Америку студентом по обмену. Проучившись год, я поступил в колледж американский, Фудхилл колледж в Калифорнии. Но так как были финансовые затруднения из-за дороговизны учебы в Америке, в колледже, я решил уйти в бизнес и заняться бизнесом. Проработав в разных сферах, я, конечно, работал на стройке, работал в разных американских компаниях, там по отлову животных был такой у меня опыт. Набравшись опыта, я устроился менеджером в IT-компанию. Проработав там, я решил открыть свой небольшой бизнес в сфере строительства. Как все мигранты, я решил заняться бизнесом в сфере карго. Год я проработал на грузовике обычным водителем. Ну и пока я работал, ко мне пришла идея открыть свою фирму в сфере перевозок. Прожив 8 лет в Америке, поработав в разных местах, набрав опыта, я решил вернуться на родину. Почему я решил вернуться на родину? Во-первых, до глубины души я являюсь очень сильным патриотом своей страны. Я люблю Кыргызстан, я очень сильно скучал по Кыргызстану. Я считаю, что семейные ценности – это очень важно для каждого человека. Провел все эти годы со своей семьей, в особенности со своим отцом. Моего отца зовут Мусаев Насер Исмазович. Отец для меня играл большую роль в моей жизни. Это самый близкий человек для меня был. Он был для меня как пример для подражания. Мой герой, так скажем. Отец у меня был очень добрый человек, очень справедливый человек и воспитывал нас также быть добрым, справедливым, помогать людям. Он очень много помогал людям. Он занимался бизнесом, был хорошим бизнесменом. Он был политиком, один из первых, кто начал карго с Китая, достиг огромных успехов в бизнесе, в политике. Он был депутатом Токмакского горкенеша 2 созывов, был депутатом Чуйского областного кенеша. Также он был депутатом Джугур кенеша, помогал очень многим людям. И я всегда брал с него пример. Я хочу тоже быть таким же, как и он. Но так сложилось, что здоровье подвело его, и мы его потеряли. Вообще, проучившись в Штатах, я почему-то пришел к выводу, что наше образование, а оно непосредственно еще идет с советских времен, оно намного лучше, чем американское. Я считаю, что наши специалисты более квалифицированы, чем американские. Я видел американское образование, я считаю, что нам надо комплексно подходить к образованию. То есть у нас наши министерства должны прорабатывать материалы, которые изучают дети. Мы должны к этому вопросу серьезно подходить, потому что это наше будущее. Образование – это наше будущее. Ребенок, который учится в садике, мы уже должны с яслей, чтобы они были образованы, чтобы они вели правильный образ жизни. Сама идеология у нас, государство должно вести правильную идеологию, в будущем получить образованные, хорошие кадры, которые продолжат развивать нашу страну. Жизнь мигранта – это непростая жизнь. Я сам на своей шкуре это попробовал, я знаю, что это такое, я знаю, как они скучают по родине, я знаю, что они все патриоты. Просто они там находятся не по своей воле, жизнь заставила. Каждому мигранту желаю вернуться домой и быть со своей семьей рядом, и жить счастливо. Чтобы у них в жизни все получилось, о чем они мечтают, это нелегкий труд. Чтобы они были рядом со своей семьей, ведь семья – это самое важное в нашей жизни. Я знаю русский, как многие из нас. Мой родной язык дунганский, кыргызский на разговорном уровне я знаю. Знаю разговорный китайский, в совершенстве владею английским языком. Турецкий язык знаю, так как я учился в турецком лицее, и это дало мне знания. Английский я много лет, 8 лет прожил в Америке, закончил там школу, учился в колледже.
Ну, 8 лет это достаточно, чтобы в совершенстве владеть английским языком. Кыргызский язык я изучал со школы. У меня очень много друзей кыргызов. Мы очень тесно общаемся, очень близко общаемся. Я считаю, что каждый уважаемый себя человек нашей страны, независимо от национальности, должен хотя бы элементарно разговаривать на кыргызском языке. Кыргызча мен таптаза билбейм, анча-мынча билем, сүйлөшө берем. Кыргыз достор көп, менде чогуу ойнодук, айылда, токмокто. Кыргызча билем, анча-мынча билем, чала кыргызча билем. Я 23 года сам живу в Первомайском районе. Прекрасно знаю проблемы Первомайского района, города, вообще страны. По поводу Первомайского района, тут достаточно много проблем. Детские площадки не хватает, озеленения, освещения для безопасности, тротуары. Проблем очень много. Общественный транспорт, остановки те же. У нас нету нормальных остановок. Я считаю, что мы должны работать в этом направлении, улучшать инфраструктуру в первую очередь, создавать комфортную зону жилья для нашего населения. Также своим оппонентам я бы хотел пожелать удачи на этих выборах, без всяких очернений, без подкупов. Я за честные выборы и предлагаю вам также провести эти выборы честно.